Слово предоставляется председателю Абаканского совета старейшин хакасского народа Виктору Яковлевичу Чепчигашеву. Arkadaşlar, acılar, sizlerden gün hacıcı olgup şeps, alыстап шесть бинго любим праздник. Ну, сегодня мы, Совет старейшин, городской президиум, городского совета, поздравляем всех вас с этим юбилейным праздником. Желаем всем крепкого здоровья, удачи и благополучия во всех делах. Ну, сегодня хотел сказать, что действительно Дом литераторов и Совет литераторов, Союз литераторов и писателей проделали огромнейшую работу вот за последнее время. Вот на 13-м съезде хакасского народа было принято в резолюции именно о развитии языка хакасского народа. Потому что действительно уже отмечали, что во многих направлениях он стал терять свою значимость и так далее. Но сегодня и в городе Абакане в целом проводится большая работа совместно с Министерством культуры, городским управлением образования, именно по развитию языка в школах и в детских садах города Абакана. И даже процент изучающих язык в городе увеличился. А это неоднократно уже обсуждалось. Ну и еще хотелось сказать, что сегодня литераторы, писатели работали, действительно так, что выходили в народ, выезжали, проводили творческие встречи, конкурсы, все остальное, так активно работали, что действительно есть за что их сегодня отмечать и награждать. Поэтому хотелось сказать, что пожелать им всем дальнейших успехов в этой нетрудной работе им, потому что, как говорят, литератор и как художник должен быть голодный. Ну а многие литераторы сегодня имеют, говорили сегодня о том, что много еще не сделано, но у них есть вот эти все, уже, как говорится, осталось только воспроизвести, сдать в печать и выдать, как говорится, в народ, но некоторые моменты мешают. Это, я бы сказал, наверное, финансовые возможности мешают полностью им раскрыть свой творческий потенциал, который они сегодня имеют. Еще это неистинно, многое очень. Поэтому в заключение, не буду долго отвлекать ваше внимание, в заключение хотелось просто сказать, что пожелать всем удачи, здоровья, а литераторы сегодня, они поддерживали нас, воспитывали нас, учили, как правильно и в жизни выбирать направления, и в целом воспитывают среди молодежи как патриотизм, любовь к родине. И это нужно отдать должное. Сегодня очень важно, и чтобы мы жили в мире и в согласии в целом всей нашей республики Хакасия. Начинаем церемонию награждения. Орден Совета старейшин за благие дела вручается Майнагашевой Валентине Евгеньевне, заслуженному деятелю науки Республики Хакасия, кандидату филологических наук, члену Союза писателей России, лауреату государственной премии имени Николая Федоровича Катанова.
вручается Балашову Владимиру Борисовичу, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия, члену Союза писателей России, кавалеру Золотого почетного знака «Достояние Сибири». Орден Совета старейшин за благие дела вручается Горбатову Леониду Васильевичу, научному сотруднику музея-заповедника Пуртояхтас. Ордена вручаются по поручению Президиума Совета старейшин Республики Хакасия. Уважаемые награждаемые, мы просим вас оставаться для общего памятного фото на нашей сцене. Орден Совета старейшин «Гордость рода» вручается Татаровой Валентине Кирилловне, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия, члену Союза писателей России, лауреату литературной премии главы Республики Хакасия имени Моисея Баринова. Орден Совета старейшин «Гордость рода» вручается Казанаевой Татьяне Федоровне, детская поэтесса, учитель хакасского языка и литературы, за большой личный вклад в сохранение и развитие хакасского языка и литературы. Благодарственным письмом Республиканского совета старейшин хакасского народа награждаются Казачинова Галина Григорьевна, поэт, прозаик, драматург, детский писатель, переводчик древнетюркских текстов, заслуженный работник культуры Республики Хакасия, лауреат литературной премии главы Республики Хакасия имени Моисея Баринова, член Союза писателей России. Общее фото на память. Благодарим всех, благодарим Виктор Яковлевич и провожаем аплодисментами.